Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной мастер-класс. И хочу сказать, что сегодня мы с вами будем делать игрушку котика Дай 5. Но сегодняшний наш мастер-класс совпал с таким всероссийским праздником, с Днем Знаний. Хочу всех учеников, их родителей, учителей, дедушек, бабушек поздравить с сегодняшним праздником, пожелать им здоровья, пожелать успехов в учебе, удачи, везения, и чтобы все у них в этом году было на 5. Конечно же, пандемия коронавируса внесла свои поправки в предстоящий учебный год. Знаю, что учебный год будет в этом году очень сложный, никто не знает, что нас ожидает, и всегда каждому человеку, тем более маленькому, нужна поддержка. Поддержка материальная, поддержка физическая. И вот мы с вами сегодня сделаем игрушку, и я надеюсь, что эта кукла Дай 5 будет поддерживать наших детей, поддерживать во всем, и в учебе, и в делах по жизни. Ну и что для этого нам нужно? Вот такая хозяйственная перчатка, обычная хозяйственная перчатка, атласная лента для банта, затем трафарет цифры 5, две пуговицы, черных небольших пуговицы, затем фетровый вот такой маленький язычок, клей для того, чтобы мы фиксировали детали, маркер, черный маркер и иголка с белыми нитками в цвет хозяйственной перчатки. Ну, мы начнем с того, что набьем хозяйственную перчатку синтепоном, вот с таким вот наполнителем. Ну, это кому как нравится. Если вы хотите, чтобы ваш котик получился таким более объемным, то мы набиваем вот, или карандашом, или вот такой вот палочкой набиваем каждый пальчик. Ну, я постараюсь, чтобы наш котик был объемным, поэтому я набью пальчики побольше. Каждый пальчик, естественно, занимает это очень много времени, но чтобы у нас котик красивый и хороший получился, но это стоит такого вот труда. Еще хочу дополнить, что здесь у нас 4 пальца внизу, а у котика у нас 2 ножки, то мы один пальчик убираем внутрь. Вот так вот выворачиваем и оставляем внутри. А вот это место или вот эту вот дырочку мы зашиваем белыми нитками, чтобы не было видно. Зашьем нитками. Вот так вот у нас получилось. Срезаем нитки и продолжаем набивать дальше. Вторая ножка. Берем еще синтепон. И третья. Палец также набиваем. И здесь уже набьем туловище. Все, теперь у нас все туловище, перчатка набита синтепоном. И вот верхнюю часть мы также прошиваем, зашьем, чтобы
синтепон у нас не выходил. Зашиваем через край. Небольшими стежками, чтобы все было аккуратно. Чтобы у нас синтепон равномерный был, мы сейчас все расправим, чтобы и туловище, и пальцы, и голова была равномерно набита наполнителем. Срезаем ниточки. Вот такая у нас кошечка получилась. Расправляем все равномерно, чтобы все у нас было. Теперь берем ленту и завязываем, как бы отделяем голову от туловища. Вот так вот. И завязываем красивый бантик. Вот. Вот такая голова получилась. Расправляем, срезаем все лишнее. Теперь нам нужны глаза, нос и ротик нашему коту. Берем пуговицы, черные пуговицы. Так, уже зрительно определяем, где у нас будут глаза. Промазываем пуговицу клеем и приклеиваем. Так вот. Один глаз. Теперь второй точно так же. Вот так вот у нас получилось. Теперь берем маркер и рисуем носик и рот. Вот. Усики и рот. Вот так вот у нас получилось. Ну и, конечно, чтобы у нас котик всегда улыбался, мы еще приклеим вот такой красный язычок из фетра. То же самое клеем и приклеиваем. Такой язычок. Вот он. Вот такой котик. Веселый, улыбчивый котик. Дальше берем, у нас здесь вот крайний вот этот пальчик и самый большой палец. Берем и пришиваем друг к другу. Узелок и пришиваем. Сделаем 2 стежка, чтобы руку отделить от туловища.
делаем 2 стежка. Здесь у нас рука. Отделили руку от туловища. Вот она такая. Теперь делаем узелок. И срезаем ниточки. Вот так вот. Теперь здесь мы видим, да, что не хватает у нас, что нет у кошки, у котика нашего, нет ушей. Давайте мы сделаем еще и ушки. Отходим от края на сантиметр. Делаем стежок. Теперь вот так вот проводим насквозь, здесь тоже на сантиметр. И стягиваем ушки. Так, потом сюда вот опять. Опять стягиваем и назад. Так вот. Теперь проводим вот так вот нитками и затягиваем. Вот получилось одно ухо у нас. Вот такое ушко. И назад. Узелок. Закрепляем и срезаем. Точно так же второе ушко. Теперь опять же сантиметр отходим. Здесь то же самое. Стягиваем. Потом сюда вот в центр. Опять назад. Делаем стежок. Назад. И обвязываем. Вот так вот ушко затягиваем. Вот. Второе ухо у нас получилось. Так. И срезаем. Вот такая у нас кошечка получилась. Теперь у нас не хватает самого основного, о чем мы с вами говорили. Что чтобы у нас все получалось на 5, нам нужна цифра 5. Здесь у нас есть вот такой вот трафарет пятерки. Теперь кусочек фетра. Это 2,5 на 4 сантиметра. И вырезаем из этого фетра цифру 5. Вот здесь у меня уже пятерка готова. Теперь берем цифру 5, то же самое. Сюда наносим клей с обратной стороны и приклеиваем. Вот, поэтому для этого мы и ручки, эти пальчики, 2 пальчика, мы их зашивали. Приклеили цифру 5. Она у нас готова. Это как раз пожелание, чтобы все у нас в жизни получалось на 5. Ну и когда вы, наверное, услышали, что мы будем сегодня делать куклу, игрушку котика «Дай 5», сразу, да, что мы знаем, что такое вот выражение – это хлопок по ладони товарища с пожеланием, чтобы все у него было хорошо, чтобы все у него было, чтобы все у него складывалось. Поэтому вот эта кукла тоже желает вам, чтобы у вас все в этом году сложилось, чтобы у вас поменьше было проблем, чтобы у вас с учебой все было хорошо, и чтобы все у вас получалось на 5. Поэтому вот такая несложная кукла «Дай 5» у нас готова. Поэтому желаю вам, как и котик, чтобы все у вас получалось на 5.